Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для стрельцов. Это будет любовь, отношения. Сначала карта для тех, кто в поиске партнера, пока без пары. Для тех, кто в ссоре, карта для тех, кто расстается. Карта для тех, кто встречается недавно, для тех, кто давно встречается, для тех, кто вместе живет, но не в браке, и для тех, кто в браке. Подсказки будут из цыганской колоды. И смотрим сейчас карту первую для тех, кто в поиске партнера. Здесь выпадает карта умеренности. Карта умеренности – это карта везения. То есть вообще у нас... Вот именно умеренность, она соответствует астрологически Юпитеру, а Юпитер – это муж. Да? Особенно удача здесь для девушек-стрельцов. Это можно встретить человека, который действительно очень подходящий на роль мужа, да, на роль такого семьянина, человек, который может дать защиту, человек, который может дать как бы статус социальное, обеспечение. Сам он довольно-таки высокий пост может занимать, хорошо зарабатывать может. И вообще это человек такой спокойный, уравновешенный, добродушный. Посмотрим сейчас поподробнее на цыганских картах. Да, очень интеллектуальный человек, скорее всего, он занят как раз вот такой деятельностью, да. Это человек очень удачливый по жизни, ему вот везет всегда. Человек очень как бы любит производить впечатление. Он и сам как бы такой открытый, эмоциональный, чувствительный и любит, чтобы его также воспринимали, чтобы его там выслушали, поняли и так далее, и так далее. Да? Очень много у него здесь романтики. В общем, человек, который, ну, как бы придется вам по сердцу, скорее всего. С ним будет приятно, комфортно, надежно. Единственное, что может быть, вы не сразу его как-то поймете, примете, может быть, какая-то будет неопределенность, или вам будет казаться, что этот человек совсем вот не такой, как вот я вам сейчас описала, да, то есть может быть какое-то неправильное впечатление. Первое, там просто у нас была карта короля трифового, и она как бы такой отпечаток дает. Теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта дьявол, а это значит, что здесь может быть манипулирование другим человеком, да. Смотрите, вот карта говорит о том, что здесь вам, видимо, сложно еще пока что расстаться, потому что вы зависимы от этого человека. Либо финансово, либо, может быть, сексуально, либо еще как-то, да. И вот смотрите, если вы сейчас, допустим, с ним ссоритесь и расстаетесь, то тогда вся ваша жизнь меняется. То есть вам тогда придется либо другого партнера искать. В общем, придется менять свою жизнь, да, а вам этого не хочется. У вас все цели и планы были связаны как раз с этим человеком. И вы готовы, может быть, даже как-то там хитрить, может быть, обманывать, обещать то, что он хочет услышать. В общем, все что угодно делать для того, чтобы лишь только помириться, да. Но для вас, видимо, это пока что лучший вариант. Да, пока что для вас это лучше всего. Видимо, вы еще не готовы пока что быть самостоятельной, самодостаточной. Но все-таки карты говорят, что к этому надо стремиться, потому что зависимость – это всегда плохо, тяжело. А теперь те, кто расстаются. Это может быть развод или просто расставание. И здесь карта смерть идет, трансформации, да, то есть идет окончание процесса, идет окончание ваших отношений, и вы уже скорее всего, вместе не будете, то есть возврата к старому не будет. Либо это будет уже совершенно новый уровень вас, как личности, ваших взаимоотношений. Давайте посмотрим, что будет здесь происходить. Ну, здесь обман, здесь, знаете, возможно, здесь вмешательство идет других людей, либо человек, который с вами рядом был, он неразборчив в связях, может быть, даже не один у него какой-то был партнер, а несколько, из-за этого, может быть, у вас разлад произошел, или, может быть, он хочет просто свободы, он хочет избавиться от каких-то обязательств, да, и поэтому вот ему хочется разорвать отношения. Видимо, человек может быть ненадежный, да, может быть, человек непостоянный. И
может быть, даже и хорошо, что здесь вот происходит расставание. И тут, смотрите, вот инициатива, скорее всего, от мужчины исходит, либо ответственность на нем. Так, что здесь в результате? Ну, в результате будет много эмоций, скорее всего, что-то будет непонятное, может быть, тайны какие-то будут еще, да, и, знаете, можно все-таки этот вопрос как-то мирно решить, договориться, либо придется это все делать через суд, но, ну, если, допустим, это развод прям, да, но тогда это можно намного легче сделать, да, вот если вот через суд все решать. Если же это не развод, а просто расставание, да, то тогда здесь все равно как бы много эмоций, и вот как будто бы один из партнеров не хочет заканчивать отношения, а другой на этом настаивает, да, или просто ну, не хочет продолжать отношения. То есть тут какие-то такие мутные, скажем так, дела. Так, теперь посмотрим, что ждет тех, кто уже, вернее, кто недавно начал встречаться. И здесь у нас королева мечей, а это как раз уже отношения с обязательствами. То есть очень быстро у вас тут развиваются отношения, очень быстро вы хотите уже друг за друга брать ответственность, вместе жить, возможно. Скорее всего, у вас здесь интересы сходятся, возможности есть вместе быть. Очень хорошая карта для того, чтобы начинать совместную жизнь. И смотрите, девятки. Девятки это всегда переходный период, да, это всегда карта, когда мы из состояния одиночества переходим вот ну, как бы в состояние партнерства. То есть два человека, которые были эгоисты, одиночки, да, они теперь стараются как-то жить вместе, стараются сделать друг другу приятное, стараются как-то научиться вот именно в партнерстве находиться, да. Кроме того, знаете, может быть, для одного из партнеров это вообще впервые, да, то есть это может быть вообще новые, как бы первая такая вот возможность, первое там замужество или первая, допустим, возможность жить вместе, да, вот как-то здесь может и так быть. А может быть, это просто как бы обновление как-то ваших, даже не отношений здесь, да, а может быть условий вашей жизни, да, то есть вы, допустим, встречались и теперь вот хотите вместе жить. Также здесь, знаете, могут быть какие-то сложности, связанные с работой, с профессиональной деятельностью, да, с карьерой. И от этого, может быть, зависит, когда вы начнете здесь вместе вот совместную жизнь. Но в любом случае у вас здесь все как бы хорошо, ваши желания тут исполняются, вы хотите вместе быть, вам нравится, в принципе, как бы брать ответственность за своего партнера, ему хочется с вами рядом быть, все тут хорошо. Для тех, кто давно в отношениях, уже четверка чаш, возможно, здесь как-то подзатянулась уже ситуация, эмоционально уже тяжело. И, может быть, один из партнеров или оба думают, надо ли вообще продолжать тут отношения. Вообще тут карта такого отдыха. Может быть, даже друг от друга хочется отдохнуть, да? Сейчас посмотрим. Ну, вообще-то здесь, знаете, как-то как будто бы чувство вот влюбленности, они переросли в такие более теплые дружеские отношения. Когда уже страсти поулеглись, когда хочется семью, хочется детей, но для этого нужны какие-то деньги. Может быть, вы думаете, где взять деньги, да, на там, торжество, на свадьбу, или, может быть, где взять деньги на то, чтобы вот вместе жить, вот как-то можете за счет этого быть ну, в таком состоянии не очень такой определенности, да, то есть неопределенность, непонятно, как вам дальше жить, вроде бы вы хотите быть вместе, хотите семью и хорошо относитесь друг к другу, но вот с финансовой стороны какая-то нестабильность и, может быть, из-за этого сложности. Так, теперь те, кто у нас вместе живут, но пока еще не зарегистрировали брак, здесь у нас идет такое, знаете, воспламенение чувств, обновление, да, эмоций. В общем, здесь и сексуальное такое притяжение. Очень здесь все ярко, яркие эмоции. Так. Вообще здесь, скорее всего, вот у тех, кто вместе живет, очень хорошее время.
друг друга понимаете, все мирно, на люди выходите, с друзьями, может быть, время проводите, там, ходите в парке, на прогулки, может быть, куда-то выезжаете на природу. И, знаете, есть, конечно, некоторые проблемы, может быть, некоторые потери есть денежные, финансовые, а может быть, просто вот как бы учитывается время сложное, которое сейчас есть, но тем не менее вы все равно не отчаиваетесь, вы стараетесь как-то поддерживать друг друга, и вот вас выручает вот такое влечение друг к другу, вам хорошо рядом друг с другом. То есть здесь может быть, конечно, и решение как-то двигаться в сторону брака, да, но вот здесь еще могут быть как бы время как неподходящее, вы из-за этого можете сейчас это решение откладывать. Теперь те, кто у нас уже в браке, здесь выпадает карта повешенный, старший аркан, то есть здесь вы, возможно, до сих пор вот как-то заключены в каких-то рамках, да, у вас может быть такое, либо работа еще на дому удаленная, работа в изоляции, да, может быть, все-таки вы еще как-то вот в одном помещении находитесь все время, да, и может быть это вот сложно, да. Также карта может говорить о том, что может быть один из партнеров либо алкоголем злоупотребляет, либо еще чем-то таким, да, может быть здесь болезнь или там лечение какими-то препаратами лекарственными. Какая-то тут сложность есть все-таки вот во взаимоотношениях или у одного из партнеров, или у обоих сразу. Но смотрите здесь что. Скорее всего, вы очень хотите помочь вашему партнеру. Может быть, он вас как-то разочаровывает. Может быть, вы... Может быть, вы, кстати, ревнуете тут, да, может быть, есть какие-то люди, вот, допустим, друзья, да, ну, может быть, с женской стороны, с мужской стороны, есть друзья близкие, которым вы вот ревнуете своего партнера. И, может быть, как-то наивно, может быть, себя ведете, или, может быть, ведете себя как-то незрело, что ли, да, может быть, вот какие-то ситуации, связанные как раз с третьими людьми. И плюс еще вот разного рода здесь могут быть застолья, выпивки и так далее. То есть вот это как-то омрачает ситуацию, и вы пытаетесь как-то повлиять на своего партнера, а он не сдается, да, то есть стоит на своем, либо трудно ему как-то из этой ситуации выйти. Да, вот смотрите, вот карта говорит о том, что вы здесь будете, скорее всего, давить, вы будете настаивать на своем, вы будете настаивать на том, чтобы он срочно менялся, да, и что из этого получится у нас? Ну, он может только еще больше упрямиться. Вот знаете, все-таки можно мягко как бы поговорить с человеком, да, сказать свою точку зрения, но давить не нужно. То есть он сам как бы почувствует тот момент, когда сможет вот как бы избавиться от каких-то вот этих лишних привычек, которые вот вас так сильно раздражают, да, то есть будет обязательно такой момент, когда у него как бы появятся такие силы и желания. То есть тут самое главное, чтобы не давить вам, да, а чтобы он сам это решение принял. Что еще здесь будет такого в отношениях? Какое-то очень важное событие может быть связано с родителями, да, или с работодателем. Может быть, знаете, решится какой-то вопрос с работой, с деньгами. В общем, то, что мучило долгое время, решится, видимо, под влиянием какого-то человека уважаемого. Так, давайте теперь посмотрим, что советуют стрельцам карты. Ну, смотрите, как интересно, у вас в совете счастье, да? У вас в совете счастье, и в совете
необходимость выходить в люди, да, нужно обязательно из вот этого ограниченного пространства, нужно обязательно выбираться. Вы, скорее всего, из-за того, что слишком долгое время рядом и нет возможности как-то, ну, другого какого-то общения, вы тут можете друг другу очень сильно надоесть, и вам будет тяжело общаться. То есть нужно просто выходить в люди, нужно устраивать какие-то там праздники, вечеринки, выходить там, выезжать на природу и так далее. То есть вот создавать для себя счастье, создавать для себя романтику, удовольствие. Если есть дети, то и детей вот тоже в это включать, да, то есть чем больше у вас сейчас будет общества, чем больше будет людей и вот какие-то новые места, может быть, вы будете посещать, тем вам будет лучше в месяце июня. Друзья, желаю всем прекрасного июня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, желаю вам любви и радости побольше. Всего вам доброго, до новых встреч!